Мы очень рады приветствовать всех, кто сейчас пришел на нашу эту профессиональную встречу. Мы рады приветствовать команды детских садов, которые пишут свои приветствия в чате. Мы рады приветствовать, наверное, все наши муниципальные образования. И поскольку я думаю, что вы уже догадываетесь, что нас сегодня здесь достаточно много, потому что трансляция идет и на этой платформе, трансляция идет и на нашем канале Института развития образования на YouTube. Поэтому мы очень рады, что большое профессиональное сообщество собралось, и эта тема, которая связана с современностью, которая связана с актуальностью, она волнует всех. Ну и разрешите, наверное, представиться для тех, с кем мы еще не знакомы. Меня зовут Татьяна Валерьяновна Хабарова. Я представляю Коми-Республиканский институт развития образования. И данный проект, который мы запустили в этом году, он очень интересный. И опять же, корни его уходят в наш другой проект, который назывался «Сентябрь добрых дел». И в рамках «Сентября добрых дел» поступило достаточно много инициатив от вас, дорогие коллеги, от команд детских садов Республики Коми и Российской Федерации, в которых были заявлены те темы, которые вошли у нас в нашу такую открытую онлайн-школу «Современный педагог дошкольного образования». Ну и еще, чтобы нарисовать небольшой портрет нашего с вами профессионального сообщества, потому что по одну сторону экрана нахожусь я, по другую сторону находитесь сейчас вы. Значит, как бы вот кто по другую сторону экрана? Это специалисты органов управления образованием нашей прекрасной республики. Это руководители образовательных организаций дошкольных, это старшие воспитатели, это педагоги, воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи, учителя-дефектологи. Посмотрите, какая большая интересная команда. Это представители наших детских садов инновационных площадок. Это представители наших детских садов республиканских стажировочных площадок. Ну и представители достаточно большого сообщества, просто хороших очень людей, которые работают с детьми дошкольного возраста. И, конечно, тоже не могу не поприветствовать от всей нашей Республики Коми тех специалистов Российской Федерации, которые сейчас подключились к нашей трансляции и которые сейчас с нами. Поэтому всем вам тоже здравствуйте и примите очень искренние, теплые поздравления и пожелания такого интересного профессионального разговора от всего профессионального сообщества Республики Коми. Поэтому, дорогие коллеги, мы начинаем. И еще, наверное, такая небольшая, может быть, информация тоже для вас. Она связана именно с тем, как будет проходить вот эта открытая онлайн-школа. И с чем это связано? Дело в том, что у нас уже несколько лет работает Республиканское методическое объединение воспитателей и старших воспитателей. Как работает, это другой вопрос, потому что мы как-то в последнее время не занимались именно проблемами там, методической поддержки, психолого-педагогической поддержки педагогов. Но в этом году мы решили эти две функции совместить, потому что, в принципе, Республиканское методическое объединение – это сообщество профессиональное, которое может обсуждать, может что-то принимать, может какие-то интересные мысли, мнения, суждения высказывать. И поэтому нас много, у нас сила достаточно большая, и если нам надо будет что-то вместе интересное обсудить, к чему-то профессионально отнестись, я думаю, что мы вместе с вами это обязательно сможем сделать. И, соответственно, разрешите, пожалуйста, представить тематику наших встреч. И я и мои коллеги, и вообще все мы будем очень рады, если мы вместе с вами пройдем до конца этой нашей школы, потому что мы проектируем. Содержание, оно обозначено у вас на экране. Те, кто у нас подключились через канал YouTube, те, пожалуйста, обратите тоже внимание на то содержание наших встреч, которые будут проходить в течение года. Те темы, та радуга, палитра, наверное, цветов, которые перед вами, она, как вам сказать, не окончательная. То есть здесь могут быть какие-то предложения, которые вы будете выносить, и мы будем их рассматривать. Но пока основная цель – познакомить вас со всем тем современным, что есть сегодня, прошу прощения, что есть на сегодняшний день в системе дошкольного образования. Поэтому раз в месяц мы будем с вами встречаться. Раз в месяц мы будем анонсировать наши мероприятия. И вы точно так же через регистрацию, через подключение будете приходить к нам на встречи. Раз в месяц мы будем, может быть, предварительно как-то готовиться к этим встречам интересным. И, соответственно, как и было уже анонсировано, каждая встреча, она будет состоять из такой небольшой теоретической вводной части, я бы так, наверное, сказала, с нашей стороны.
И если что уже имеется в практике, то обязательно мы предложим вам эти эффективные решения. И вот я уже смотрю на вторую нашу встречу, которая будет в ноябре, и которая будет посвящена современному образовательному процессу, то, естественно, вы уже захотите не только услышать, но и увидеть, а действительно, что нового и как к этому относиться. Поэтому сегодняшняя встреча, она будет в большем плане такая вводная, то есть здесь никого сегодня из практиков не будет. Из практиков я имею в виду с тех, кто непосредственно работает в статусе инновационных наших площадок, детских садов. Поэтому посмотрим, попробуем сориентировать вас на те изменения, которые идут в дошкольном образовании. Поэтому тематику вы видите, предложения мы принимаем, мы всегда очень открыты к диалогу, вы знаете это, поэтому я думаю, что где-то тематика может меняться, где-то она может немножко дополняться, посмотрим. Ну и тема нашей сегодняшней встречи, дорогие коллеги, это современные тренды дошкольного образования. Кому, может быть, не очень симпатичные иностранные слова, то здесь все достаточно просто. Тренды – это изменения. То есть те изменения, те тенденции, которые сподвигают к этим изменениям, вот, наверное, об этом у нас с вами сегодня и пойдет такой наш профессиональный разговор. Поэтому разрешите начать. С кем-то, с кем мы уже встречались очно, либо в формате онлайн. Мы последние, наверное, годы только об этом и говорим. Поэтому и нам и хочется, и мы видим этот достаточно большой разрыв между нашими инновационными площадками и теми детскими садами, с которыми мы по каким-то причинам пока профессионально не общаемся. Поэтому, конечно, хочется, чтобы эти изменения, они затронули жизнь, наверное, каждого из вас, потому что эти изменения, они действительно только к лучшему. Пока вы можете мне поверить именно с профессиональной точки зрения. А когда профессионально идут изменения к лучшему, то и внутренние ваши какие-то установки, убеждения, они совсем становятся другими, и вы иначе смотрите на мир. Поэтому давайте начинать. И, естественно, значит, о чем бы мне еще хотелось очень сильно сказать. Вы, прежде чем мы начнем разговор, каждый для себя, пожалуйста, ответьте на один простой вопрос. Для кого, на кого ориентирован современный детский сад? То есть здесь вам уже дана подсказка, то есть детский сад, он, в принципе, для кого создан и создается? Для детей, которые входят в этот детский сад, либо для нас, взрослых, которые выполняют чьи-то другие указания, которые действуют по чьей-то другой указке, да? И, соответственно, иногда забывая о том, хорошо или нет это для ребенка. Уважаемые коллеги, маленькая подсказочка. Если вы хотите, сейчас будет очень много фотографий, интересных фотографий из реальной практической жизни. Поэтому, если вы хотите их смотреть крупным планом, здесь в правом верхнем углу, вот где идет презентация, вы увидите стрелочку, которая растягивает презентацию на весь экран. Поэтому, кто хочет, вы можете развернуть ее. Мой голос, он будет идти за кадром и, соответственно, комментировать и высказывать какое-то мнение, суждение по поводу того, что вы будете видеть на экране. Поэтому приятного, приглашаю вас к приятному такому профессиональному разговору и к приятному профессиональному именно удивлению. Всегда встают вопросы, если вы видели на предыдущем кадре, то есть зачем? Если есть какие-то изменения. Об изменениях в системе дошкольного образования говорят уже достаточно давно. У нас в 2014 году вступил в действие наш федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, и фактически уже 7 лет мы живем вот в череде этих изменений. Но здесь знаете, что самое главное? Всегда очень хорошо понимать, а зачем? То есть для чего нужны эти изменения? Что они дают конкретному человеку, конкретному ребенку, конкретному педагогу, взрослому, команде детского сада? То есть зачем нужны эти изменения? Вот когда вы найдете ответ на этот вопрос, зачем это надо вам, как профессионалу, тогда, может быть, профессионально вы совсем по-другому посмотрите на свою профессиональную деятельность. Поэтому вот пока... Мы давайте с вами договоримся, что мы будем рассматривать позиции важности, нужности нашей с вами деятельности, а мы тоже работаем для вас, потому что вы работаете с детьми, и получается, мы работаем только для того, чтобы лучше было детям. Вот давайте посмотрим, важно или не нужно то или иное именно с позиции ребенка. И вот здесь на слайде вы видите такие две очень важные, наверное, характеристики, которые важны всегда были, не только сейчас. Они важны для любого человека, который растет, который будет взрослеть, который живет, который
каким-то образом наполняет свою жизнь, наверное, очень интересными вещами. Это, во-первых, умение учиться всю жизнь, то есть умение что-то открывать для себя, интересное, любознательное, стремление идти вперед, не ждать, знаете, пока вам что-то скажут, вас заставят, вас попросят. Зачем? Смысл. То есть умение брать все-таки инициативу на себя и где-то быть впереди, может быть, немножечко всех. Вот если это вам близко, если это вам созвучно, тогда, наверное, все то, о чем пойдет у нас сегодня разговор, вы примете это достаточно легко и отнесетесь к этому очень профессионально. Ну и второй момент тоже очень важный – это умение делать свой выбор всегда и умение принимать ответственность на себя за тот выбор, который сделан, чтобы не искать виноватых, что кто-то мне сказал, поэтому я должна так сделать. Это я уже во взрослых говорю. Или что кто-то виноват в каких-то проблемах, в каких-то бедах, каких-то, может быть, там недопониманий и так далее, и так далее. Поэтому если мы этого не хотим для тех детей, с которыми вы работаете, то я думаю, что тогда, возможно, вам будет легче понять все то, о чем дальше пойдет разговор. Поэтому гражданская позиция, когда человек выбирает, когда он несет решение, прошу прощения, ответственность за свое решение, да, когда он уважает право другого человека делать свой собственный выбор. Я думаю, что это вещи, они очень важные и очень нужные на сегодняшний момент. Ну и в связи с этим я не могу, просто не могу, кто знает меня, не могу не говорить о тех вещах, которые сейчас пойдут, потому что все-таки федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – это наш с вами хороший очень документ. И если вы знаете современную ситуацию, все стандарты образования, они практически претерпевают изменения, то есть они их как-то дополняют, вносят какие-то правки. Наш стандарт дошкольного образования 2020 год идет, на сегодняшний день не подлежит ни дополнению, ни изменению, потому что в свое время он был создан очень-очень хорошо, очень-очень грамотно командой Александра Григорьевича Осмолова. Поэтому давайте мы с вами посмотрим, что есть ценностные ориентиры на сегодняшний день и философия современного дошкольного образования. И поскольку я уже об этом говорю достаточно давно и достаточно много, где-то процессы идут, где-то они пока идут очень замедленно, но ничего страшного, пусть вас не удивляет. Я знаю, что сейчас по другую сторону экрана сидят очень большие команды коллективов, и вы даже, предполагаю, ваши ответы и, возможно, взгляды друг на друга, потому что сейчас пойдет разговор о таких вещах, которые есть и на сегодняшний день. И если мы говорим о том, что было ранее и то, что есть сейчас, это не означает то, что это происходит в каждом детском саду. К сожалению, у нас много детских садов по Российской Федерации, по Республике Коми, в которых еще преобладает позиция ранее. Ну, давайте посмотрим. У вас на экране такие тезисы, которые для нас важны. Почему вы поймете? Потому что если мы не понимаем и не принимаем этих тезисов, мы никогда не будем работать иначе, никогда не будем работать по-другому и никогда не сделаем так, чтобы в детском саду действительно самым главным был ребенок и его семья. То есть не взрослый, не педагог, не даже, может быть, команда педагогов, да, а именно дети, для которых эта команда педагогов все и делает. Ну и смотрите, если мы говорим, что ранее у нас преобладал такой подход, когда преобладала активность взрослого, то есть взрослый все знал, как необходимо сделать, как лучше сделать. Он планировал достаточно надолго вперед, всю жизнь группы, он вел детей за собой. Есть такой термин, как солирующая педагогика. Кому интересно, вы можете потом посмотреть, разобраться с этими понятиями. То сейчас, сейчас это с 2014 года, на первый план выходит активность самого ребенка. То есть активность как раз и подразумевает здесь не то, что они могут у нас как-то активно перемещаться или активно действовать, а именно активность в выборе того, что нужно ребенку, и умение нести ответственность за этот выбор. С чем и почему об этом идет разговор, я думаю, что в преамбуле нашего с вами общения вы поняли. И естественно, что раньше, если у нас делалась ставка на то, что мы считали, что мы можем, знаем, умеем практически все. И взрослый, он всегда научит ребенка тому, что считает нужным сам, потому что он прошел этот путь. И на сегодняшний день
Здесь с этим сложно согласиться, но эти позиции, они у нас преобладают сегодня тоже, есть в дошкольной нашей педагогике. Поэтому, опять же, крен в сторону активности взрослого, естественно, он не должен преобладать. И вот посмотрите, какие тезисы у нас несет в себе наш стандарт дошкольного образования, кроме того, что активность ребенка преобладает, кроме того, что у нас включается семья, как образовательный ресурс, но, опять же, что есть новый формат взаимодействия с семьей. Ведь это не то, что мы просим родителей приготовить какие-то поделки или какие-то выставки, участвовать в наших проектах, которые зачастую родителям современному иногда совсем не нужны. Это немножко не о том. Поэтому вот что такое включение семьи и ее образовательных ресурсов, как и образовательных ресурсов других сторонних организаций. Вот эти как бы тезисы, они очень важны. Ну и, знаете, очень простая фраза, что среда третий педагог, она наполняется достаточно глубоким смыслом, и я думаю, что эту линию вы, тем не менее, тоже должны как-то поразмышлять, порассуждать над этим. Ну и здесь о тех наших планах, о тех наших конспектах, сценариях, мероприятий, занятий, я не знаю, уважаемые коллеги, потому что я себя вижу достаточно хорошо, я вижу свою презентацию, пожалуйста. Да, ну, слава богу, все видно, вы уже пишете, что видно, слышно очень хорошо. Общаться между собой немножечко, чтобы вас сориентировать. Те, кто, видимо, первый раз на платформе, вы не удивляйтесь, города перепутываются, это у нас местоположение, оно ваше не обозначается, поэтому просто не обращайте внимания. Спасибо за ожидание, спасибо за терпение. Для нас тоже эта ситуация, она непривычная, поэтому надеемся, что разработчики компании платформы ProofMe, они предусмотрят все сложности, которые технические, которые у них были. Поэтому спасибо большое, да, за смайлики, за поддержку, спасибо огромное, но мы продолжаем. Возвращаемся к нашим ценностным ориентирам и философии современного дошкольного образования. Продолжаем говорить о том, что активность взрослого человека, она сейчас по меньшей мере должна немножко уходить на второй план. И, соответственно, мы можем и должны рассматривать такие варианты, которые связаны с совместным планированием нашей жизнедеятельности вместе с детьми. Как хотите это называйте. Кто-то называет это гибкое планирование с участием детей, кто-то это называет мобильное планирование, кто-то вовсе отказывается от планирования образовательного процесса, потому что жизнь, она настолько непредсказуема, и стоит ли планировать с детьми, особенно, например, младшего и среднего возраста, стоит ли с ними как-то распределять день. То есть здесь очень много таких риторических вопросов, на которые, я думаю, что мы обязательно с вами будем отвечать постепенно. Дальше. Если вы помните, у нас в каждой программе раньше были прописаны очень четкие достижимые результаты. И эти результаты представляли собой освоение определенных умений и навыков и освоение определенных знаний каждым ребенком. С 2014 года у нас этот крен, он ушел совсем в другую сторону. И если мы говорим все же о целевых ориентирах, давайте вещи называть своими именами. Это возможные достижения ребенка на этапе завершения периода раннего детства, как у нас прописано в Федеральном государственном образовательном стандарте, и возможные достижения на этапе завершения дошкольного периода дошкольного детства. Тогда какой смысл в том, что мы сейчас, и ваши команды, многие сейчас занимаются разработкой различных вариантов мониторинга, используют некие варианты диагностики и до сих пор продолжают оценивать детей. Какой смысл в этом, если наши федеральные нормативные документы об этом не говорят? Ну и еще одна линейка, которая тоже, и мы об этом будем говорить. Если раньше у нас группы формировались по паспортному возрасту, конечно, разновозрастные группы у нас в основном сохранились только в сельской местности. В городах у нас группы, они, мы так условно называем, чистого возраста. Но здесь речь идет не о составе именно групп. Мы мечтаем о том, чтобы была разновозрастная группа хоть в одном городском детском саду, например, с 1,5 до 7 лет, потому что это уникальный опыт, это интереснейший опыт. А здесь идет разговор именно о разновозрастном сообществе детей, чтобы дети в течение дня разного возраста могли общаться друг с другом,
могли организовывать свою деятельность друг с другом, могли перемещаться по детскому саду в разные центры интересов, где они могли бы тоже собираться, дети разного возраста. Вот, наверное, об этих всех механизмах и был разговор у нас в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Дальше. Тот вопрос, который был связан с качеством нашей с вами деятельности. Раньше и сейчас во многих детских садах, к сожалению, приходится слышать, потому что мы очень много ездим и очень много общаемся, профессионально общаемся с нашим сообществом, о том, что качество работы детского сада, оно оценивается по уровню освоения образовательной программы. Ну, дорогие уважаемые коллеги, я думаю, что это вот весь период просто можно отнести до 2014 года, потому что качество дошкольного образования на сегодняшний день, оно понимается совсем иначе. И поэтому, если где-то на муниципальном уровне, на уровне вашего детского сада еще такого понимания нет, как бы такой ответ на вопрос, что же есть, то хорошо мы работаем, либо мы не очень хорошо работаем. Поэтому вот в преддверии этого разговора можно сказать следующее, что ни детское развитие, ни детские достижения, не это является результатом работы и качеством нашей с вами деятельности, а именно те процессы, те условия, та линия, которая у вас проходит в детском саду, наверное, это можно отнести именно к категории качества. И это вообще отдельно очень хорошая тема для разговора, но поскольку мы с вами постепенно движемся к тем тенденциям, к трендам дошкольного образования, то мне очень хочется показать и подвести вас к тому, что это не тренды 2020 года, это даже не тенденции 19-18 года. Все эти изменения начинались намного раньше. Просто кто-то из вас подошел к ним быстрыми темпами, кто-то сейчас только начинает задумываться. Обратите, пожалуйста, внимание на слайд. И вот именно качество нашей с вами деятельности, то есть качество педагогической работы, посмотрите, пожалуйста, на что делается ставка. Это именно то, что как весь персонал детского сада или той организации, в которой вы работаете, как он осуществляет коммуникацию и взаимодействие с детьми. Персонал имеется в виду весь. Это и младшие воспитатели, и старшие воспитатели, и различные специалисты, и руководитель детского сада. И вот эта вот коммуникация, это взаимодействие, оно возможно только в очень теплой, хорошей эмоциональной атмосфере. И эта эмоциональная атмосфера, в которой возможна такая позитивная коммуникация и позитивное взаимодействие, сотрудничество, поддержка, я бы так сказала, она в первую очередь всегда должна быть вот эта атмосфера именно в коллективе детского сада. Если в коллективе детского сада этой атмосферы, эмоциональной атмосферы, когда поддерживаются инициативы взрослых в первую очередь, да, когда поддерживаются любые начинания, когда не бьют по рукам педагогов, когда могут конструктивно вести профессиональный диалог, когда можно критично достаточно относиться и есть очень интересные, хорошие профессиональные диалоги, тогда таким педагогам очень легко будет поддержать инициативу ребенка. Если этого в детском саду нет, что бы ни делал педагог в своей группе, но и он не будет поддерживать инициативу. Задумайтесь немножечко над этим, поэтому в первую очередь, наверное, качество педагогической работы я бы оценила и сказала бы по той атмосфере, которая есть в детском саду, и она должна быть профессиональная в первую очередь. Дальше. Качество работы, деятельности педагога и всей команды детского сада еще можно смотреть по тому, как дети общаются друг с другом. Именно дети разного возраста, либо дети одного возраста. Дальше два таких очень хороших направления, насколько в среде, в предметной среде, в образовательной среде, я бы так сказала, детского сада, представлены следы детской деятельности. То есть вот вы заходите в группу, вы заходите в детский сад, там видно, что живут дети, конкретные дети, там с именами, с фотографиями, с тем образом, который вот вы знаете. Видно ли это в детском саду? И, естественно, насколько им интересно в детском саду, в вашей группе. Вот можно ли увидеть, красиво это называется, следы детской деятельности в среде.
постройки детские, какие-то, может быть, оставленные интересные вещи, какие-то сюжеты в разработке и так далее, и так далее. Поэтому вот обо всех этих вещах мы обязательно с вами будем говорить, потому что это и есть наше с вами направление деятельности. Все-таки мы дошкольное образование, которое на сегодняшний день очень бы хотелось, чтобы оно было ориентировано все-таки на ребенка. Ну и почему все эти разговоры идут? С 2014 года мы вам показали вот сравнение того, что предполагал федеральный государственный образовательный стандарт, и то, что у нас было ранее. В 2016-2017 году Российская Федерация, все детские сады Российской Федерации, прошу прощения, многие детские сады Российской Федерации, они прошли сквозь национальное исследование качества дошкольного образования. Кто-то слышал об этом, кто-то не слышал об этом, это сейчас не принципиально важно. Важно то, какие результаты мы получили и почему вообще это было сделано. Я думаю, чтобы сравнивать, хорошо мы работаем или не очень хорошо работаем, мы можем только это смотреть на международном уровне. То есть российское дошкольное образование, оно качественно, оно ориентировано на ребенка и его семью или нет? Как это оценить, как это отследить? И вот здесь есть такой очень хороший инструмент, который называется международный инструмент оценки качества дошкольного образования. Он называется шкала Экерс. Этому инструменту уже более 30 лет. И вот по нему оценивалось качество дошкольного образования в детских садах Российской Федерации. И посмотрите, пожалуйста, на экран. Максимальный балл, то есть отличное качество дошкольного образования, это 7 баллов. В 2016-2017 году, когда проводилось исследование, российские детские сады, неважно даже какие они, случайные – это те, кто просто попал в исследование, лучшие – это победители различных конкурсов республиканского уровня, ну, в частности, по нашей республике, российского уровня. И у нас балл достаточно по России, он невысокий. То есть качество дошкольного образования, оно находилось на таком среднем удовлетворительном уровне. И если в сравнении даже с международными системами дошкольного образования, вы прекрасно видите, что мы не догоняем даже такие страны, которые намного меньше, чем Российская Федерация, как Финляндия, как даже Португалия, в которой качество дошкольного образования выше. Поэтому вот с 16, 17 и с 18 года будут и идут уже те изменения, о которых мы далее, наверное, более подробно с вами поговорим. На экране вы видите те дефициты, которые были выявлены в качестве, прошу прощения, по оценке качества дошкольного образования. И я думаю, что если вы сейчас были со мной, вступали бы в диалог, я думаю, что вы согласились бы, наверное, с этими дефицитами. У нас очень много, я только отмечу некоторые из них, у нас очень много жизни детей проходит, когда вся группа детей вместе. Они вместе передвигаются по детскому саду, они вместе выходят на прогулку. Здесь не имеется в виду, что фронтальные формы организации – это только занятия какие-то вместе. Это все вот передвижение. Они вместе идут мыть руки, они вместе идут укладываться спать. Это и есть фронтальная форма организации образовательного процесса. Потом то, что мало очень уютной, теплой атмосферы и мало мест для уединения детей, это действительно так в наших группах. Поэтому у нас с вами будет целая встреча отдельная, по-моему, в ноябре или в декабре по проектированию предметной среды. Поэтому обо всех этих вещах будем говорить. То, что у нас мало времени для свободной игры ребенка, это действительно так. Я думаю, что не мне вам говорить, когда в 8:45 заканчивается завтрак, в 9 часов утра начинаются занятия, до сих пор мы так с вами живем, и у детей на игру практически не остается времени вообще, и некоторые уходят из детских садов и говорят, что им не хватило времени для того, чтобы поиграть. Ну и так далее. Про директивный характер взаимодействия взрослых и детей, да, это даже в различных жестах, в различной мимике, в различных позах взрослого можно увидеть, потому что взрослый все знает. Куда идти детям, что делать, когда они должны сложить игрушки, когда они должны собраться, одеться, умыться и так далее, и так далее. Поэтому вот все эти дефициты, они, безусловно, были выявлены. И вот, наверное, с 2017 года все профессиональное сообщество Российской Федерации, оно стало говорить о том, о чем вот мне бы хотелось сейчас в рамках этой встречи озвучить.
Если мы говорим, что наше образование дошкольное ориентировано на ребенка, давайте посмотрим, что важно для ребенка. Что важно, в принципе, для любого человека, наверное, важно, но поскольку дети только-только входят в этот мир, и чем мы можем помочь. Вот обратите, пожалуйста, внимание на слайд, и я думаю, что мы можем с вами согласиться, что для ребенка очень важно быть всегда услышанным, чтобы его не только слушали внимательно, да, но чтобы и слышали его мысли, его чувства, его слова, его высказывания, его эмоции. Где и как можно это сделать, это уже другой вопрос, потому что на это должен быть тогда ориентирован образовательный процесс. И вот чтобы общение и взаимодействие с детьми, с каждым ребенком, неважно, 15 их, 7, 25, там, 30, да, вот по сути для ребенка важно, чтобы это общение со взрослым, в первую очередь, оно было очень приятным, радостным, и чтобы вот этот живой диалог, живой означает, когда вопросы друг друга интересны. То есть когда вы задаете ребенку вопрос, и вы действительно ждете получить от него очень интересный ответ, и он, соответственно, ожидает от вас вот этого интересного, такого продуктивного, развивающего, что ли, диалога. Это важно для детей, для любого человека в том числе. И вот я сейчас тоже пытаюсь выстроить с вами эти ниточки диалога. Я думаю, что вы очень хорошо на это откликаетесь, как будто мы рядом с вами здесь сейчас находимся, а не на далеких очень расстояниях друг от друга. Любому ребенку очень важно тепло и индивидуальное взаимодействие. И чем ребенок меньше, тем он младше. Для каждого ребенка эта важность, она, наверное, неимоверная. Чтобы вот человеческое тепло и человеческое взаимодействие, когда именно к этому ребенку используются какие-то, знаете, мы всегда говорим, ниточки такие протягиваются между воспитателем, между каждым ребеночком. Это важно. Опыт разделения эмоций, да, здесь и сейчас. Почему тебе стало грустно, почему тебе радостно, как ты к этому отнесся. И знаете, что вот сочувствие, сопереживание, как еще формировать? Формировать только так, когда ты разделяешь эти эмоции. Ты чувствуешь, ты видишь, что ребенку грустно, плохо, он переживает, он травмирован, либо наоборот, ему весело. От чего и почему это происходит так? Ну и, конечно, ребенку очень важно уметь принимать общие решения, а общие решения сразу подумайте, когда вы в группе, когда вы в процессе жизнедеятельности с детьми, когда вы принимаете это решение, когда у вас есть для этого время, что вы будете делать, куда вы пойдете, во что вы будете смотреть, читать, может быть, как вы будете какие-то традиции в группе соблюдать и так далее, и так далее. Ну и то, что связано с самовыражением для любого человека, важно видеть те продукты деятельности, которые отражают его самого. Я бы, наверное, пока так сказала. Поэтому вот эти вещи, они очень важны для ребенка. Другой вопрос. А мы можем сейчас это дать нашим детям? Особенно, когда детей более 15 в группе. И вот здесь у вас сейчас на слайдах прям пойдут такие большие вопросы, которые действительно являются проблемами. У кого менее 15 детей в группе, а у нас есть такие сельские детские сады, там этих проблем нет, потому что воспитатель, у него хватает времени на каждого ребенка. А вот если детей более 15, уже были проведены исследования, и вы видите здесь прям сравнительную такую характеристику, что у взрослого он не виноват в том, что он один взрослый на группу детей, в которой 25, иногда 30, а если это маленькие дети, 20 детей. У него просто нет ни времени, ни ресурсов на то, чтобы откликаться. Представляете, каждого спросить, что он чувствует, как он думает, как он переживает, вести какие-то интересные диалоги. На это просто элементарно не хватит никакого человеческого ресурса у педагога. Беседы на интересные темы тоже нет. Потому что вот, как вам сказать, когда эта тема интересна узкому кругу людей, мы можем беседовать часами на эти темы, даже с малышами. Поэтому здесь интерес и различные такие какие-то беседы, разговоры, которые нужны каждому из нас, это не быстрый по времени промежуток нашей жизни. Ну и вот если более 15 детей, вы видите, чего не хватает нашим детям и что приобретают дети. Дети приобретают именно опыт внешнего контроля. Вот взрослый пока видит, взрослый как скажет, я так и буду делать. А когда он не видит, я буду делать по-другому. Поэтому здесь, конечно, есть выход. И выход обязательно надо искать. То есть должно быть более одного взрослого в группе одновременно с детьми. Как это будет сделано, уважаемые коллеги? Эти решения должна принимать команда детского сада. Это будут родители,
которые будут вхожи в группу и которые в самые сложные участки, например, утренний участок, когда у вас идет там, допустим, деятельность в центрах интересов, да, либо на прогулке, они будут подключаться к вам. Это будут узкие специалисты, которые будут приходить в группы, которые будут вместе с воспитателем. Это будет тот же самый старший воспитатель, который будет вхож в группу и который будет вместе, или младший воспитатель. Эти решения, они должны приниматься только командой детского сада. Но то, что если в группе более 15 детей, детям не хватает взрослого, ну вот примите это как пока на сегодняшний день как факт. И работать по-новому, то есть по-другому, когда один взрослый, наверное, я бы так сказала, если детей более 15, это невозможно. Ну, вот, наверное, я бы так пока на сегодняшний день сказала. Ну и еще один момент, который связан с направлением того, о чем сегодня говорит у нас все профессиональное сообщество, это принцип участия ребенка в образовательном процессе и задача взрослого услышать этот голос ребенка. Я немножко попозже вам дам вообще более подробно, что такое голос ребенка, потому что эти линии очень мне хотелось, чтобы до нашей следующей встречи, чтобы вы об этом обязательно подумали. Голос ребенка – это нереальный голос. То есть это, знаете, не только то, что дети что-то должны говорить. Они говорят через рисунки, они говорят через свои поделки, они говорят через какие-то, возможно, свои постройки. Да? Здесь вы на экране видите ту книгу, которую сочинили сами дети. Поэтому зачем это надо? Вот мы с вами говорим именно, что нужно с позиции ребенка, а это помогает формировать образ своего «я» для ребенка. Я могу, я умею, у меня это получается. И еще о чем заговорили наши с вами коллеги, что должен иметь педагог. И вот посмотрите, здесь такие требования к педагогу, то есть они перечислены, я не вижу смысла называть их, и об этих акцентах мы будем с вами говорить. Поэтому, конечно, этому надо учиться. Учиться для того, чтобы находить место и время для свободной игры детей. Свободная игра – это игра по своему собственному замыслу, с тем, с кем я хочу. Это не по желанию, указанию взрослого, не по тому сюжету даже, который предлагает взрослый. Это немножечко другое. Это участие детей в планировании своей жизни. И если вы здесь видите на экране, здесь простейшая фотография, которая представляет детское планирование, то есть праздники. Как можно прекрасно отметить праздник? Как можно спланировать этот праздник вместе с детьми? Какие подарки можно подарить своим родителям? И как можно спланировать это? И поэтому вот здесь планирование – это не обязательно планирование на день. Да? Здесь просто важно услышать ребенка, записать его идею, записать его инициативу и помочь ее реализовать. Если Саша хочет подарить маме танец, значит, надо Саше помочь поставить этот танец, научить его танцевать, и, возможно, когда придет мама на праздник, они станцуют этот танец вместе. Поэтому подумайте, дорогие коллеги, вот пока так немножечко тихонько входим в основные какие-то моменты, связанные с преобразованиями. Далее, о чем еще у нас идет разговор с 2017-2016 года? Что у нас происходит в детском саду? То здесь на фотографиях вы видите проблемный вопрос наверху. И здесь на фотографиях вы видите предметную среду группы для детей младшего возраста и, соответственно, то, что, наверное, можно наблюдать в любой раздевалке любого детского сада на сегодняшний день, это детские работы. И поэтому, опять же, задаем сами себе вопрос, красиво в детском саду с чьей позиции? Если с позиции взрослого, то да, все симпатично. Очень украшенная, красивая группа с красивыми домами, радугами, облаками. Работа у нас тут более-менее симпатичная, да, в ряд все выстроены. А теперь посмотрите на эти же самые фотографии с позиции ребенка. То есть это нужно для него, это важно для него. Где здесь дети, где здесь индивидуальность детей? Работает ли та предметная среда, которую вы видите на фотографии, именно для ребенка? Не статична ли она? И сразу подсказываю одну идею, которая на сегодняшний день тоже очень болезненно у нас как-то входит в наши детские сады, но она важна и нужна для детей. Вот посмотрите, пожалуйста, у вас здесь дана стена, это коридор, фрагмент коридора детского сада. Это реальные детские сады, только это детские сады Российской Федерации. Я специально не брала
фотографии наших детских садов, потому что я уверена, что у вас свой путь, и каждый детский сад может, как бриллиант, просто заискрить и засверкать после того, как, наверное, мы пройдем вместе всю эту нашу онлайн-школу. Здесь вам дан фрагмент коридора, и вы видите стены, на которых размещены детские работы всех детей детского сада. Мы сейчас с вами размещаем работы детей, да, мы размещаем. Но, во-первых, там размещаются либо персональные выставки, либо выставки и работы только лучших детей, ну, по нашему мнению. Нам кажется, что эта работа очень красивая, это замечательно, но для ребенка не это важно. Ему важно видеть себя в пространстве детского сада в том числе. И проходя по этому коридору, неважно куда, к логопеду ли он идет, к музыканту ли он идет, просто к старшему воспитателю ли он идет в гости, но им важно это видеть, с родителем ли он со своим проходит. Ему важно видеть, что да, вот его работа, вот он здесь, и он действительно очень интересен и детскому саду, и всем, кто находится в детском саду. Поэтому просто пока вот ловите эту идею оформления таких коридоров, холлов именно детскими работами. Но и здесь немножко психологические моменты, то есть почему важно для ребенка видеть то, что он делал, свои работы именно в той среде, в которой он находится. Это среда группы ли, игровой, где он находится, среда раздевалки ли, или среда других интерьерных помещений в детском саду. Посмотрите, потому что вот из того, о чем мы с вами еще не говорили, потому что вот все рисунки детские, это, в принципе, то же самое письмо, которое вот мы можем писать или печатать, а ребенок таким образом выражает свое отношение к миру. Поэтому вот задумайтесь, просто задумайтесь, насколько это для вас важно, насколько это нужно. И всегда вот о тех ценностях необходимо договариваться на берегу с командой детского сада. Как мы это понимаем? Если мы принимаем за основу, что да, действительно, детские работы, детские поделки, рисунки, книги, песни, танцы и так далее, это детские по их замыслу. Это для нас важно, тогда и весь образовательный процесс, он будет строиться совсем по-другому. Если мы говорим о том, что для нас это не важно, мы берем готовый сценарий, мы сами придумываем за детей все, мы делаем кучу различных интересных там вещей, но это делаем мы, взрослые. Вот как бы для себя акценты такие, пожалуйста, расставьте. Ну и еще о чем говорили с 2017 года. Среда как третий педагог. Вы знаете, дорогие коллеги, вот мы прекрасно понимаем, и нам, наверное, надо этому учиться. Мы привыкли, что вся жизнь группы держится на воспитателе. Вся жизнь. То есть воспитатель все знает, он встречает и так далее, и так далее, и так далее. Воспитатель создает среду. Тогда почему так много времени у нас дети проводят за столами в группе? Просто сидят за столами, и они что-то там делают, играют, лепят, а не, например, без столов. Вот почему так происходит в группе? И когда дети у нас заходят в любое помещение, тот же самый музыкальный зал, они всегда ищут глазами стульчик. Они всегда хотят куда-то присесть. Почему так много наши дети сидят? Вот, поэтому здесь, как бы, когда мы создаем среду и переносим свои акценты на среду, которая также может замечательно развивать детей, и ребенок может вычерпать все из предметной среды для себя. Вот, наверное, нам об этом надо задуматься, дорогие коллеги, что среда третий педагог, она учит детей. Мы ее создаем, мы только вносим что-то интересное, и мы будем с вами говорить и про преобразование среды, и тот средовый подход, который сегодня очень распространен. Вот как бы эти линии, они действительно очень созвучны. А когда среда не соответствует детским интересам, тогда, конечно, вы все внимание держите на себе. И если вы возьмете, например, физкультурный зал, музыкальный зал, вот я знаю, что у нас есть инструктор по физической культуре, который сейчас нас слушает. Вот вы представьте только, что дети пришли в ваш, ну, как бы, в вашу такую обитель, я бы так сказала, да, физкультурный зал, и они могут пользоваться всем тем, что там есть. Причем на любом занятии. Просто сразу начинают, кто играет в мяч, кто там прыгает на скакалке. Вы только себе представьте. И сразу ответьте на вопрос, это вообще могу я допустить или нет. То есть без водной части, без ходьбы, без бега, без общеразвивающих упражнений и так далее, и так далее. Я не думаю, что это будет вам очень легко представить. То же самое и в музыкальном зале. Поэтому среда, нам надо учиться всем создавать такую среду, которая была бы нашей помощницей. Ну и пока такие тоже очень тезисные вещи. Вот здесь вы рассматриваете фотографии, я понимаю, потому что это интересные вещи, мы не раз уже об этом говорили. Вот здесь вы видите центр конструирования.
Для ребенка очень важно строить поделки выше своего роста. Очень важно. И все современные сейчас у нас педагоги, я бы так сказала, которые проектируют и делают современные конструкторы. Во-первых, они очень экологически чистые. Вы видите, это деревянные конструкторы, да, все? Вот. Они все как раз предлагают такие конструкторы, при помощи деталей которых можно построить очень высокие постройки, потому что ребенку это важно. Это его достижение. Я могу, у меня это получается. Ну и принципы среды, и пока мы вот их преподносим вам так, потому что то, что среда должна быть насыщенной, должно быть в изобилии всего много, избыточно богатой, ну и позволяющей, я бы так сказала, творить. То есть если вы посмотрите на эту постройку, ее можно достраивать вверх, ее можно расстраивать вширь, ее можно обустраивать со всех сторон, чтобы было пространство. И вот всегда, когда мы тоже смотрим, и я лично смотрю на эту постройку, всегда можно задать вопрос, а на сколько дней здесь может стоять? Не придет ли младший воспитатель, который скажет, что, пожалуйста, убираем, да, потому что мне необходимо пропылесосить. Почему я и говорю, что вот когда мы, если мы говорим о том, что детские постройки, они остаются долго в среде, они могут день-два существовать, пока не будет действовать принцип. Кто создал, тот эту постройку разбирает. Вот если мы договоримся об этом, и с младшим воспитателем в том числе, да, и со старшим воспитателем, тогда нам намного легче будет. А если нет, тогда каждый просто будет одеяло тянуть на себя. Ну и здесь пока такой небольшой вам рецептик развивающей среды. То есть что нужно для того, чтобы среда была развивающей? То есть той, в которой ребенок может долго действовать без принуждения, без повеления со стороны взрослого. Во-первых, очень много полифункциональных материалов, я бы так сказала. Я бы даже сейчас уже убрала слово «игрушки», а просто сказала материалов разных, которые могут превращаться во что угодно. И, пожалуйста, вот сейчас очень много всевозможных фирм предлагают очень много интересных, хороших решений, да, любых решений, готовые игрушки. Нужны ли они вам? Просто задайте себе вопрос. Но вот пока мы вам говорим, что полифункциональных материалов должно быть много. Я специально не называю, какие это материалы, вы увидите это все по нашей сегодняшней встрече и по нашим дальнейшим встречам. Место для того, чтобы пользоваться этими материалами, материал, из которого можно строить высокие сооружения. Это много разных книг, из которых можно черпать информацию. Это много разных математических приспособлений, я бы так сказала, при помощи которых можно мерять, измерять, переливать и так далее, и так далее. Да? Ну и еще один нюанс – среда предметная делается вместе с детьми. Даже если это вы возьмете за основу, вот посмотрите на свои календари, которые у вас есть в группе, по которым вы отслеживаете день недели, погоду, да, там природу и так далее, и так далее. Посмотрите, вот даже их можно сделать вместе с детьми и подумать, какой календарь будет удобен для вашей группы. И тогда вот даже хотя бы этот момент, я думаю, что вы уже можете двигаться на пути к хотя бы к пониманию. Ну и, дорогие наши коллеги, для того, чтобы эти все преобразования случились, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы в детском саду была команда педагогов. Вот здесь представлены вам 3 такие культуры, о которых мы тоже всегда говорим. И у нас расслоение в детских садах, конечно, оно сейчас присутствует, как и в любой организации. У нас есть детские сады, в которых преобладает культура фабрики. То есть там, где очень много все пишется, именно пишется, да, на каждый свой шаг надо что-то написать, где очень много все выполняется, любых каких-то, ну, я не знаю, предписаний, любых каких-то, не знаю, вещей, которые спускаются сверху. И поэтому запроса на то, чтобы услышать голос ребенка, в таких, к сожалению, в детских садах нет. Ну, потому что там нам надо выполнить то-то, 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 что сказали, я не буду говорить кто, да, такие инстанции. У нас есть культура итальянской семьи, к сожалению. Это когда кулуарные маленькие команды в детском саду дружат друг против друга. Но мне кажется, это все настолько мешает профессиональному общению. Поэтому, конечно, дорогие коллеги, я точно знаю, что среди вас есть команда детских садов, которые понимают, что нужно менять.
но пока, может быть, не знают, как это делать. Среди вас есть те команды детских садов, которые уже пошли по этому пути. Просто задайте себе два очень простых вопроса. Зачем это надо детям и зачем это надо вам? Если вы на эти вопросы не найдете ответы, и вы столкнетесь как раз с противоречиями, тогда это будет ваша профессиональная задача для всей вашей команды, чтобы вносить какие-то изменения. А если вас все устраивает, и вот в этой культуре фабрики вы живете, ну, что я могу сказать? Наверное, я комментировать здесь не имею права никакого. Это ваше решение, и ответственность за это решение несет только коллектив детского сада. Ну и те новации, которые у нас будут, и которых мы, естественно, в ближайшее время, может быть, увидим, услышим в системе дошкольного образования, я не имею в виду даже Республику Коми. Во-первых, новые архитектурные решения. У нас, к сожалению, детские сады строятся в Республике Коми, и их отличает только то от наших типовых детских садов, то, что там очень большие пространства в холлах и в коридорах детского сада, очень большие. А это только означает то, что дети спокойно могут выходить за пределы своей группы, и эти пространства, они должны быть доступны для детей. Почему мы так смело говорим? Потому что идея открытой среды, предметной среды, она присутствует, и я ее обязательно озвучу через иллюстрацию немножко позже, чтобы дети могли выходить из своих групп и могли действовать в центрах интересов, которые созданы на территории именно детского сада. Дальше. Очень бы хотелось, чтобы, конечно, была такая политика полной открытости. Я не знаю, ну, может быть, 25-й год, 30-й год, может быть, и нет, конечно, мы придем. То есть, чтобы дети не делились ни по возрастам, ни по группам, чтобы они приходили в детский сад и шли в те центры интересов, которые для них представляют, так сказать, их выбор, и им там интересно действовать. Ну и система претерпевает сейчас изменения, система профессиональных коммуникаций. Вы тоже это прекрасно видите, даже по нашим онлайн-встречам, по нашим всевозможным онлайн-мероприятиям и вообще по тому профессиональному общению, которое сейчас есть. Ну и более подробно мне бы хотелось остановиться на нескольких таких моментах, уважаемые коллеги, чтобы вы подумали, задумались, чтобы посмотрели, услышали и увидели. Значит, немножко подробнее мне бы хотелось остановиться здесь и сейчас на таком тренде или на таком изменении, о чем все сейчас говорят, то есть как услышать голос ребенка или как дать понять, что дети тоже могут принимать участие в своем образовании. Здесь на слайде вы видите, что такое голос ребенка, через что он может трансформироваться. И поэтому мне бы хотелось через какие-то иллюстрации, потому что я прекрасно понимаю, что через иллюстрации всегда это видится интереснее, важнее, но тем не менее вот любые проявления детской самостоятельности – это и есть проявление детской инициативы и детского творчества. Наверное, об этом мне бы хотелось вам немножко рассказать. По одной простой причине, чтобы немножко задумались те, кто еще, возможно, не слышал или не совсем, не до конца понимал, что есть такое учиться слышать голос ребенка. Давайте сначала посмотрим, как услышать голос ребенка. Вот здесь вы можете смело разворачивать презентацию на полный экран, потому что здесь очень интересно сейчас пойдут кадры, и я думаю, что они заставят вас тоже задуматься. Во-первых, как услышать голос ребенка? Дети очень часто задают вопросы. И задача взрослого не только услышать этот вопрос. Мы можем услышать, мы можем его забыть, и ребенок может даже забыть. Задача взрослого, возможно, записать этот вопрос. И здесь вы видите стену вопросов, на которой записаны детские вопросы. Детские вопросы уникальные, детские вопросы интересные. И от любого детского вопроса можно оттолкнуться. И ни одна образовательная программа, по которой вы работаете или не работаете, она никогда не даст вам столько вопросов. Вот если мы говорим о детских интересах, вот здесь даже вы видите на стене вопросов именно детские интересы. Как делается шоколад? Почему у хасок голубые глаза? Ни в одной программе вы этого не найдете. Поэтому наша с вами задача, возможно, воспитатели, да, записать детские вопросы, продумать, как от них оттолкнуться, чтобы, возможно, выйти в какие-то индивидуальные проекты. Возможно. Пока я не раскрываю вам все секреты, но мы отвечаем на вопрос, как услышать голос ребенка. И, конечно, эта стена детских вопросов, она у нас находится в группе, а, возможно, и в раздевалке. И тогда родитель придет и посмотрит, и удивится, какие вопросы задает его ребенок. Вот здесь очень интересная такая фотография.
хорошая, добрая фотография. Всегда, когда я работаю, например, в рамках курсов, мы всегда очень анализируем эти вопросы. И единственное, такие методические, наверное, вам подсказки, когда вы записываете вопросы, понятно, что вопросы записывает взрослый. Если ребенок умеет сам писать, то ребенок может записать вопросы. Только дайте ему, где это делать. Но когда записывают вопросы взрослый, здесь обязательно важна принадлежность вопроса, то есть кто автор этого вопроса. Можно записать имя и первую букву фамилии, а можно просто фотографии детей. Дети, которые не умеют читать, они, по крайней мере, будут видеть, где их вопрос, и они попросят там вас прочитать этот вопрос, либо сверстника, который уже умеет читать, прочитать этот вопрос. Но, дорогие наши коллеги, дорогие наши воспитатели, дорогие все те, кто сейчас находится по другую сторону экрана, просто почитайте, какие вопросы задают дети старшего дошкольного возраста. Просто почитайте. Они уникальные вопросы. Откуда появился Бог, например, да? Или, допустим, другие государства островитян. Что такое Бермудский треугольник? То есть вопросы очень интересные. И вот представьте, это детский интерес, детский вопрос. Это не наши вопросы, детские вопросы. Как на него ответить? Что с этим делать вопросом? Вот нам надо думать, как с этим быть. А вот здесь вот сфера – это реальные дети, реальные детские вопросы и реальная потом технология работы, наверное, с этими вопросами. Дальше. Еще как услышать голос ребенка. Дети не только задают вопросы, но они отвечают на них. И взрослому достаточно записать разные варианты ответов на вопрос. Вот здесь вам предложена запись ответов на вопрос, как мы видим Солнце на небе, если оно находится в космосе. Это хороший вопрос, детский вопрос. И дети же дают варианты, разные варианты ответов на этот вопрос. И представьте, как можно оттолкнуться от ответов на эти вопросы, какую можно развернуть дискуссию, какую можно развернуть беседу. Неважно, сколько будет человек, 2, 3, 1, неважно. Но это тоже связано с таким мироощущением и миропониманием ребенка. Дальше. Они рассуждают, дети. То есть как можно еще услышать голос ребенка? Они рассуждают. Вот здесь очень интересная фотография. Она символизирует дерево детской мысли. Это просто как вам идея. Особенно я знаю, что наши инновационные площадки, кто сейчас смотрит, возможно, вы возьмете эту идею, а о ней мы с вами еще не говорили. Дерево детской мысли. И вот записывая даже за ребенком то, что он думает, это его голос, это его мысль. Вы удивитесь. Пожалуйста, вот я специально здесь вам разместила покрупнее фотографию девочки, которой всего 5 лет, но это ее размышления. И кто скажет, что они не созвучны нашим взрослым размышлениям? Поэтому задумайтесь, просто немножко задумайтесь, и тогда совсем начинаешь по-другому смотреть вообще на весь образовательный процесс, и когда действительно понимаешь, что вот именно жизнедеятельность совместная с детьми, наверное, это сегодня выходит на первый план. Дальше. Дети рисуют, то есть как можно еще услышать голос ребенка? Они рисуют различные свои мысли, то есть через рисунок передают мысли, и через рисунок передают свои идеи. Вот обычный рисунок и маленький рассказ. То есть девочка слишком горячая, мороженое слишком холодное. Они встретились. История, детская идея. Почему? Может быть, в будущем какое-то такое очень рациональное изобретательское решение выйдет из этой идеи. Но можно вот так услышать голос ребенка. А можно вот так услышать голос ребенка. Они очень часто выдвигают гипотезы, и они зарисовывают эти гипотезы. Здесь вы видите рисунок мальчика, который проверял, где быстрее стынет горячая вода. Если она будет в термосе находиться, возможно, она будет на блюдце налита, да, и так далее, и так далее. Сколько по времени стынет горячая вода. То есть это интересные вот вещи, это действительно, но это сфера интересов одного отдельного ребенка. Дальше. Дети воплощают свой замысел. Они могут воплотить в танце, они могут воплотить в музыке, они могут воплотить в рисунке. И вот здесь, дорогие наши коллеги, пока чтобы сильно вас не шокировать, потому что свой замысел – это замысел своего собственного видения. Пока предлагаем вам такие шаблонные рисунки. То есть шаблоны одни, футболки детские, да, а наполнение другое. Но это идея взрослого. Чтобы дети эти футболочки разукрасили. Но почему именно футболки? Почему именно разукрасили?
То есть вот эти сами себе вопросы задайте, и тогда детский замысел, он может пойти совсем в другую сторону. Ну и дети пытаются планировать. И если вы предложите им совместное планирование, это будет замечательно. Этот фрагмент мы с вами уже видели, и я думаю, что здесь мне, например, добавить абсолютно нечего, потому что здесь можно разворачивать такую интересную деятельность, и нам не надо заранее продумывать ни наши темы проектов, ни наши какие-то темы праздников, но мы будем с вами об этих вещах говорить и на следующих наших встречах, поэтому я думаю, что мы вернемся к этому разговору. Вот здесь вы видите на экране фотографию, связанную с выбором темы. То есть дети выбирали тему, над которой они, ну, в которую они будут проживать. Я бы, наверное, пока так сказала. Здесь вот такой своеобразный выбор группы детей, той темы, с которой они будут соприкасаться на протяжении какого-то определенного промежутка времени. Здесь модель наших 3 вопросов. Это проектная деятельность, то есть это когда уже как идет работа над темой. Поэтому, дорогие коллеги, в ноябре, когда мы с вами будем встречаться, мы просто очень подробно все это рассмотрим. И моя задача только сейчас дать вам те направления, над которыми стоит, по крайней мере, задуматься и посмотреть. И если мы говорим о гибком планировании с детьми, то это один из этих вариантов, один из них. Я думаю, что вы видите, да? Ну и вот здесь тоже интересные такие моменты. Прошу вашего внимания обратить на фотографию, которая находится, ну, от меня она получается справа. То есть это про интересы детей и про пожелания детей. Взрослый только записал, что хотят узнать дети. Не что мы хотим, да, дать им, а что они хотят узнать. Это 2020 года записи, совсем-совсем свежие, как я говорю. Поэтому посмотрите, вот они, детские интересы. И можем ли мы эти интересы попробовать реализовать вместе с детьми? Но новости дня – это из технологии «План дела анализ», но тоже записанные новости. Нужно, не нужно их записывать – это другой вопрос. Здесь практика вот такая, что педагог записывает те новости, которыми делились дети, и, конечно, можно как-то уже потом анализировать эти новости. Еще как можно услышать голос ребенка? Они рисуют карты, чертежи, они делают фото и видеосъемку. Поэтому если вы научите детей фотографировать и вести какую-то очень интересную, я даже не знаю, как это пока назвать, такой цикл детских фотографий, заснимать что-то, какой-то процесс, какую-то жизнедеятельность, это, конечно, будет замечательно. Поэтому у нас есть задумка про онлайн-курс такой по детской фотографии и по тому, как вести детскую видеосъемку, но я думаю, что это все в перспективе. Это мы пока о том, как услышать голос ребенка. Здесь на фотографии вы видите книгу детских рецептов. То есть ребенок записывает свои рецепты, которые приняты у него в семье и которыми он может поделиться. Дальше. Как еще услышать голос ребенка? Они очень часто сочиняют истории, и задача взрослого – записать эту историю. Если ребенок пишет историю, ну то есть пишет сам, он может сам записать истории и подобрать к ним иллюстрации. Если ребенок не пишущий, то тогда можно записать эту историю, позволить ребенку проиллюстрировать ее. Здесь как раз такой пример вы и видите. Можете прочитать эту историю. И вот вы знаете сразу, как только, если даже для себя вы возьмете, ну пусть традиция у вас будет ежедневного записывания детских историй, вы сразу увидите, как поменяется образовательный процесс. Потому что времени, это надо времени будет где-то больше с кем-то посидеть, записать. То есть там другие вещи выйдут на первый план. И вот здесь просто тоже иллюстрации вам даны, что есть такие маленькие уголки в группах, как авторские библиотеки, как различные книжки, связанные с книжками радости, да, то есть самодельные такие детские книги, и они не обязательно истории про что-то, они истории про реальных людей, как, например, моя мама, да, или там про реальные события, которые происходят в жизни группы. Где могут размещаться эти книжки? Вот тоже один вам из вариантов. Это подоконник, это детские такие блокнотики. Каждая страничка отведена определенной истории. Кто-то ее зарисовывает, кто-то записывает. Это уникальная, интересная технология работы с детьми, поэтому, конечно, мне хочется вам много и больше сегодня дать, поэтому пока вот такое первое знакомство, наверное, со всеми этими вещами. Ну и как храниться могут эти книги? Помимо детские книжки, да? Помимо того, где-то в отдельном месте, вот может быть такой вариант.
И ребеночек, вот здесь видите, вы видите маленьких детей, ребеночек может взять, он может что-то нарисовать, и эта иллюстрация может послужить толчком к тому, чтобы взрослый записал эту историю. Вспоминайте историю про девочку и мороженое. Явно ребенок сначала не историю придумал, а он сначала зарисовал то, что, возможно, произошло в его жизни, а взрослый потом записал. Это просто вам варианты, как можно хранить эти детские книжки. Ну, вот тоже голос ребенка. Они изобретают свой тайный язык, и на этом тайном языке они ведут свои собственные переговоры, особенно в старшем дошкольном возрасте. Тот язык, который иногда бывает непонятен всем окружающим, но они прекрасно им изъясняются и объясняются. Это все только примеры того, как услышать голос ребенка. И, конечно же, дети играют. И вот здесь на фотографии специальная иллюстрация маленьких детей, и специально это реальные тоже фотографии полифункциональных материалов. То есть тех материалов, с которыми можно действовать, которые, возможно, не несут в себе какой-то заданности, но дети очень любят играть с ними, и эти материалы могут превращаться во что угодно. Игра ребенка – это вообще уникальные вещи. И вот здесь примеры как раз свободной игры, то есть имея определенное оборудование по своему замыслу, какие-то создавая свои простейшие, я не знаю, композиции, даже сюжеты, они вот таким образом познают мир. Такие у нас иллюстрации есть интересные. Но более старшие дети, если есть специальное пространство в детском саду, конечно, они могут играть совсем по-другому. И тоже один из полифункциональных материалов, пусть вас не удивляют. Коробка – это вообще универсальный материал, который превращаться может во что угодно, и это уже проверено на практике. Просто допустите такую мысль, что коробки могут прийти в ваши группы детского сада. Но для этого нужно большое количество пространства, потому что игра будет разворачиваться постоянно, и иногда без ваших усилий. Вот пример, опять же, игры, детской игры, но уже с разными видами конструкторов, с высокими постройками. И, конечно, вы видите очень большое пространство. Это пространство, где дети могут конструировать, строить, оставлять эти постройки и возвращаться к этому. Здесь тоже фрагмент иллюстрации просто детской игры. Вы видите детей, которые присели немножко подкрепиться, но игра в самом процессе. И вот это нормальная картина, реакция любой жизни группы. И иногда не обязательно убирать это вечером, а пусть это остается до утра. Может быть, и даже в течение следующего дня, если вся группа каким-то образом погружена в эту игру. Ну, а здесь тоже очень хорошая идея, потому что если мы говорим о полифункциональных материалах для детской игры, то, возможно, где-то сделайте такую копилочку или место для сбора всякой всячины, где будут собираться разные хорошие, экологически чистые, ну, или бросовые материалы для того, чтобы можно было творить и можно было играть. Но теперь давайте о том, зачем вам это надо. То есть, как услышать голос ребенка, что такое голос ребенка, мы с вами посмотрели иллюстрации. Зачем это надо нам? Во-первых, это дает возможность ребенку понять, что его чувствуют, его уважают. И посмотрите, в чем проявляется уважение, дорогие коллеги. В том, что вы ждете, пока взрослый, прошу прощения, пока ребенок даст ответ на ваш вопрос, либо вы отвечаете сами. Вот сами себе задайте вопрос, сколько секунд вы молчите после того, как вы задали вопрос. Обычно взрослый дольше 5 секунд не молчит. Если ребенок не отвечает, взрослый начинает отвечать сам. Дальше. Какие вопросы мы задаем? Открытые либо закрытые вопросы. Здесь. Интересуетесь ли вы тем, что делает ребенок, либо считаете это каракулями? Это все элементы уважения. И даете ли вы возможность для фантазии, либо сразу предлагаете образец. Это тоже все элементы уважения. Просто подумайте, пожалуйста, потому что уважение именно проявляется в действиях. Дальше. Зачем еще вам слышать голос ребенка? Затем, что тогда то, что необходимо ребенку, и, ну, как мы говорим, образование, обучение, да, оно становится осмысленным именно для ребенка, когда он понимает, зачем и для чего это надо ему. И это, если его детский интерес, взрослый с уважением отнесся к этому интересу и помог еще найти ответ на этот вопрос, и помог его идею реализовать, ну, наверное, это для ребенка достаточно важно.
Ребенку очень важно видеть свою продуктивность и свой рост, не физический рост, вы понимаете, а именно рост как человека, как человека умеющего и могущего, я бы так сказала. Поэтому те, там, как хотите называть, детские портфолио или, может быть, какие-то папки личных достижений, они могут быть абсолютно в разных вариантах. Здесь вам представлена такая фотография, где ребенок может смотреть, каким он был в прошлом, каким он является сейчас и кем бы он мог быть в будущем. Кем составлены эти листы? Это уже второй вопрос. Это могут быть, нам могут с вами помочь родители, это можете вы записать. То есть здесь уже как бы технология работы, она абсолютно разная. Вот здесь тоже фрагмент дан среды группы. Иногда мы говорим, как увидеть, как услышать голос ребенка в среде группы. Пожалуйста. То есть здесь детские фотографии, и вот как они растут. То есть какими они были, вот если вы проследите путь фотографии, каким, например, ребеночек был там в 2014 году, и вот красная ниточка, она ведет к тому, каким он стал в 2018 году. Детям, правда, это очень важно и интересно видеть. Дорогие коллеги, мы как бы делимся с вами теми идеями, которыми нам созвучны эти идеи. Вполне возможно, что у вас есть свои, и вы обязательно придете к каким-то своим решением. Ну и, конечно, говорящие стены, на которых отражены именно аспекты детской деятельности, аспекты совместной деятельности, жизнедеятельности, прошу прощения, группы, то есть как и чем живет группа. Не теми нашими наглядными материалами, которыми мы размещаем, да, что мы считаем, что нужно и важно для ребенка, а именно то, что происходит в жизни группы и то, что дети, делая, могут всегда разместить в любом пространстве группы. Я бы вот пока, наверное, так сказала про говорящие стены. Здесь вы видите тоже лист достижений, и когда дети и воспитатель записывает, что чему научились дети, и, возможно, для себя ли, для родителей ли, да, и вы видите, что достижения достаточно простые, но они очень интересные. Кто-то научился снежинку делать из обрезков. Достижения, да, ну и так далее, и так далее. Поэтому, дорогие коллеги, это к вопросу о том, зачем слышать голос ребенка, потому что можно увидеть достижения так ребенка и любому человеку, знающему либо не знающему ребенка. Но еще зачем слышать голос ребенка? Затем, что это важно нам самим. Потому что если мы, как сказать, если у взрослого в дефиците свои какие-то моменты, связанные с воображением, с детской игрой, с творчеством, то, конечно, это в дефиците будут и у тех детей, которые рядом находятся с вами. Здесь уникальная фотография, это тоже детская инициатива, статистика выпадения зубов в нашей группе, да, и они записывают, явно, что это подготовишки. Поэтому для нас, взрослых, тоже очень важно понять, что если ребенок что-то делает, и мы включаемся в эту деятельность, например, в игру, то иногда очень сложно повернуть или развернуть, наоборот, сюжет, и мы это прекрасно очень хорошо понимаем и видим. Это вот такой первый, наверное, тренд, я бы так назвала, о чем давно говорит профессиональное наше сообщество, все дошкольное образование, то есть как услышать голос ребенка. И поэтому образовательный процесс, если он ориентирован на ребенка, если он нужен нам с вами именно в таком повороте, он, конечно, должен строиться совсем по-другому. Далее, то, что связано со средой, дорогие коллеги. Следующее такое большое направление, хорошее направление, оно связано именно с преобразованием предметной среды. И предметной среды не только группы, но и всего детского сада. И с взаимодействием детей в среде группы или в среде детского сада. Но здесь мне бы хотелось ответить сначала, чтобы вы ответили на один простой очень вопрос. Хватает ли вам всем в вашей группе места? Всем это детям, взрослым, мебели, которая находится в вашей группе. Достаточно ли вам всем места? Не мешают ли дети друг другу в процессе свободной игры? Просто сами себе ответьте. Если вы отвечаете на вопрос отрицательно, то первое, что встанет перед вами, это как освободить это пространство. Поэтому здесь только штрихи, только заметки какие-то, а более подробно мы с вами будем говорить на следующих наших онлайн-встречах. Вот посмотрите, пожалуйста, на фотографию и ответьте сами себе на вопрос, достаточно ли места всем здесь? Не для того, чтобы сидеть за столами, а для того, чтобы организовать свободную игру,
с такими высокими постройками, какие мы пока видели с вами по фотографиям, да? Для того творчества, для тех же танцев, песен, которые мы будем самостоятельно. Достаточно ли места? Сами себе ответьте на этот вопрос. Я думаю, что вы ответите явно отрицательно. И теперь посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Достаточно ли здесь места для того, чтобы можно было организовать свободную деятельность по своему собственному замыслу, уединиться в том или ином месте, укромном, неукромном, да? Быть выше всех либо ниже всех, ну и так далее, и так далее. Тоже отвечайте, пожалуйста, себе на вопрос, потому что с этим вы столкнетесь. Это уже пошли отдельные такие точечные примеры. Это преобразованная спальня, дорогие коллеги. И здесь спальня, когда у нас, если у нас в группе не хватает места, мы можем выйти в спальню. И вот здесь фрагмент, когда такие, мы их называем подиумные кровати. То есть это когда место для сна детей, оно задвигается в подиум. И освобождается пространство для детской игры. То есть можно играть на подиуме, вы видите, и, соответственно, можно играть на всем остальном пространстве. Дальше следующая идея такая очень интересная – это двухуровневое пространство. То есть у нас в основном сейчас в группах только одноуровневое пространство. Если вы посмотрите на фотографии, где столы, много столов, опять же, почему у нас дети сидят только за столами, то здесь на другой фотографии вы видите аспект двухуровневого пространства, когда можно заходить, залезать, и игра свободная, она будет разворачиваться. Мы будем с вами об этом говорить, и уже конкретные примеры из наших практик мы обязательно вам приведем. Пока просто задумайтесь вот над этими вещами. Но здесь немножко с другого ракурса вам такое двухуровневое пространство, чтобы вы просто поближе немножечко посмотрели на эту фотографию. И здесь не надо даже специально создавать каких-то уголков уединения или каких-то уютных уголков, да, потому что наверху там все это можно сделать, можно уединиться внизу, вы видите, да. Ну, как бы комментировать мне сейчас в меньшей степени хотелось, потому что среда – это такой вкусный кусочек, о котором можно говорить. Я его оставлю, дорогие коллеги, на декабрь месяц, что мы очень подробно поговорили. Ну и еще один тренд, может быть, с которого вы начнете или задумаетесь, это открытые и закрытые полки. У нас, к сожалению, во многих группах сейчас очень много полок закрытых. То есть вот с этими же дверцами, которые открываются иногда по, так сказать, по требованию воспитателя, либо когда дети сами открывают, но не в этом дело. Все полки, потому что все, что находится в группе, это должно быть в свободном доступе у детей. Вот все, что не в свободном доступе, в группе, в игровой, в первую очередь, не должно находиться. Вот я бы пока так вам сказала. Поэтому, возможно, вы задумаетесь над тем, чтобы открыть эти полки. Но здесь вот сразу встает вопрос высоты этих шкафов, которые вы видите. Для ребенка ли это? Ну и вот эта фотография, в которой, наверное, все вместе соединилось. Это большое количество столов и то место, которое они занимают, ну и закрытые полки, которые есть. Ну, с нашей позиции, да, все красиво, все эстетично, очень замечательно. Но для разворачивания свободной игры ребенка, для того, чтобы было ему пространство для своих собственных замыслов, ответьте сами себе на вопрос. Можно ли это здесь сделать? И поэтому вот те преобразования среды, о которых мы обязательно с вами будем говорить, вы видите сейчас у нас на экране. Поэтому здесь мы будем с вами вести разговор и о преобразовании пространства во внутреннем помещении, и о той мебели, которая должна быть, да, в том числе и для комфорта. Об этом будем обязательно говорить. Ну, здесь маленький такой пример того, что есть такое предметы для мягкой обстановки. Мы будем говорить с вами об устройстве центров детских интересов, о том, что должно быть для развития крупной моторики и так далее, и так далее. Это как бы направления, такие преобразования предметной среды. Кто-то уже пошел по этим направлениям, кто-то только-только начинает подступаться, но обязательно обо всех этих вещах мы поговорим. И всегда помните, то есть среда для чего? Для разных видов активности детей. И вот все виды активности, они представлены перед вами. В групповом помещении возможно ли? Если места нет в групповом помещении, значит, выходим за пределы группы. Но эти виды активности очень важны для ребенка. То есть мелкая моторика важна. Занятия искусством, музыкой, движением – да. Песок, вода – безусловно. Возможность преображаться, входить в разные роли – естественно.
возможность строить, преобразовывать среду вокруг себя? Да. Поэтому вот для этих видов активности все, что будет, мы будем с вами об этом обязательно говорить. Но еще одна идея, я уже несколько раз с самого начала озвучиваю ее, это идея преобразования, ну, как сказать, среды детского сада, прошу прощения, пространств, холлов всевозможных. К этой идее вы, пожалуйста, пока привыкните. И здесь идея, знаете, в чем? Чтобы дети свободно приходили, дети разного возраста, в эти центры интересов, которые созданы на территории, внутри помещения детского сада. Не воспитатели их приводили, ну, ранний возраст исключения, да, вы понимаете, а именно чтобы дети самостоятельно в них приходили. Это большой, очень такой достаточно болезненный вопрос на сегодняшний день для всей системы дошкольного образования. В новых детских садах это такие, знаете, вот я называю их холлы. Холлы для, там, допустим, аквахолл, там вот здесь вы видите нанохолл. Ну, нанохолл – это где занимаются робототехникой, конструированием, возможно, каким-то программированием и так далее, и так далее. Там литературно-художественная гостиная – это опыт российских детских садов, но это новые детские сады. Новые, где есть хорошее пространство интересное, и оно все в доступе, не для платных услуг, а именно в доступе у детей. У нас в наших помещениях образца 1970-80 года, конечно, это не так просто представить. Но просто пока идею возьмите. То есть есть пространство в детском саду, где собираются дети разного возраста. И не один раз в неделю, и не 2 раза в неделю, а как минимум 1 раз в день. Здесь вам приводится в качестве примера, и я думаю, что когда мы будем про преобразование среды говорить, детский сад «Страна чудес», очень хороший детский сад, инновационная площадка Росатома. У них есть такая зона интересная, она называется Open Space, открытое пространство, в 2 раза в день. Это площадь более 100 квадратных метров. Это, ну, если по нашим объемам, это один хороший музыкальный зал, немножечко с небольшой пристройкой в наших детских садах типовых. Пристройка, я имею в виду, может быть, кабинет музыкального руководителя, если освободить, то это вот такое, наверное, пространство будет у нас, куда дети имеют возможность приходить, и вот вы просто видите фрагменты, что происходит в этом открытом пространстве. То есть дети играют, оборудование самое разнообразное, они приходят, выбирают себе деятельность по интересам, ну, вот здесь, в частности, они читают книги и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это пространство интересное. Я оставлю, конечно, наш с вами разговор, может быть, немножко на потом, чтобы показать, как это происходит у них. Кафельная комната – это тоже все в детском саду «Страна чудес», и меня очень радует, что те идеи, которые всего год назад были воплощены в этом детском саду «Страна чудес», они сейчас воплощаются уже в наших детских садах. Почему мы говорим, что новизна, инновации, они двигаются очень быстро. Поэтому, ну, когда будем говорить про преобразование среды, то, естественно, мы вам это покажем. Но у нас пока в Республике Коми в рамках групп это все происходит. А здесь идея такая, что дети приходят в пространство на территории детского сада. Ну и еще одна идея, она связана с открытыми пространствами на участках. У нас сейчас пока каждый участок для каждой группы. Если вы посмотрите, у кого-то территориально это закреплено, даже заборчиками обнесено, да? А здесь идея точно такая же. То есть территория детского сада, на которой есть центры интересов, и дети точно так же по своим интересам, вне зависимости от возраста, собираются в разных уголках территории детского сада. И тогда уже не будет у нас такого, что один воспитатель только в этой группе, тогда уже все взрослые для всех детей детского сада. Просто пока свыкнитесь, пожалуйста, с этой идеей. Я не говорю, что вам вот с завтрашнего дня надо это реализовывать, но эти идеи, раз мы говорим о современных трендах, тенденциях дошкольного образования, они идут, и они будут у нас. Может быть, у кого-то завтра, у кого-то через какое-то время. Здесь вы видите реализацию той же самой открытой уличной среды. Здесь уже немножечко из подхода к свободной игре, когда дети, используя оборудование, вы видите ящики, деревянные лестницы, когда они выстраивают себе полосу препятствий, и они, соответственно, на этой полосе препятствий, они проходят ее, и они играют с ней. Просто не удивляйтесь. Дальше следующая идея, следующий такой тренд современного дошкольного образования – это 3D-физкультура.
Дорогие коллеги, здесь мне хотелось бы сделать акцент и такое внимание на том, что 3D-физкультура, она связана в первую очередь не с этими комплексами, которые вы видите. Они просто позволяют эту идею реализовать. Эта идея связана с тем, что ребенок должен уметь хорошо владеть своим телом. И как выстраивать вот эти двигательные цепочки, где присесть, где пролезть, где наклониться, где перелезть, да, где как себя попробовать, это задает не взрослый, а задает то оборудование, которое вы видите, например, на экране. Это специальные комплексы. У нас пока в республике таких комплексов нет, но идея 3D-физкультура, она распространяется по Российской Федерации, поэтому не удивляйтесь. И здесь вот обычных наших физкультурных занятий уже не будет, потому что здесь достаточно поработать над тем, чтобы у детей была достаточно хорошая координация, внимательность, и тогда они очень будут хорошо действовать вот в этом оборудовании. Я бы, наверное, пока так вам сказала. Поэтому примите ее как за основу, эту идею. Она идет в наши детские сады. В игровых комнатах, в игровых центрах вы ее уже видите в больших, во всех больших городах она уже есть. Но я говорю, суть не в оборудовании. Суть в том, чтобы ребенок мог выстраивать себе цепочку двигательных заданий. И это может быть связано и с природной средой. Вы не пугайтесь. И природная какая-то среда, она может это задавать. И те же самые естественные условия, когда вы ходите в прогулки, походы в лес, вот кто у нас сельские коллеги, это то же самое. Ребенок учится владеть тем, что и обстановка, которая есть. Здесь вы видите простейшие вещи, гамаки для самых маленьких. Это тоже 3D-физкультура. Здесь она простейшая, простая. Просто задействованы разные пространства детского сада. Классы, которые вы видите на территории детского сада. Поэтому то, что связано с тем, что ребенок самостоятельно придумывает себе двигательные задания. Вот еще бы так я добавила в вашу копилочку. Ну и совсем уже такой интересный вариант. Физкультурное занятие. Это инструктор по физической культуре. Мужчина стоит, но вот при помощи стульев. И самые разнообразные задания. Поэтому 3D-физкультура – это не только достаточно дорогостоящие комплексы, это совсем другие идеи. И я думаю, что когда про преобразование среды мы с вами будем говорить, я думаю, что мы обязательно этого коснемся. Следующий тренд дошкольного образования – это свободная игра. О ней уже я говорила сегодня немножко. И вот об этом тренде очень серьезно заговорили с 2018 года. А что такое свободная игра? Тоже линию, я думаю, что вам уже смогла донести. Это когда есть с чем играть, но по моему замыслу. И я сам себе создаю сюжет. Но здесь как фрагмент вам дан фрагмент двухъярусного пространства, и вы видите, что игра там живет. Там, по крайней мере, это видно и чувствуется. Здесь дефициты, которые у нас связаны, то, что у нас свободной игры на сегодняшний день в детских садах практически нет. Это действительно так. Потому что я скажу вам больше того, для того, чтобы свободная игра развернулась, должно быть как минимум 1,5 часа для этого. Это по времени. Даже на прогулке иногда у нас детям не удается разворачивать свободную игру не по той причине, что нет времени, а по той причине, что нет того оборудования, с которым им интересно. И иногда наши дети бедные просто не знают, чем занять себя на прогулке. Но это отдельный разговор. И тематика свободной игры, она обязательно у нас пойдет. Откуда все это пошло? 2018 год. В Российскую Федерацию пришел такой очень известный китайский подход. Называется он NG Play. Это подход связан именно со свободной игрой ребенка. Не удивляйтесь ничему. Я думаю, что мы сегодня успеем с вами посмотреть этот небольшой ролик. Мне бы хотелось, чтобы вы озадачились, как-то задумались вообще, что есть такое свободная игра. Вот. И, конечно же, этот подход, там своя философия в этом подходе. Но самое главное, что ребенок и взрослый, вернее, прошу прощения, он открывает для себя ребенка именно через вот эту свободную игру. Поэтому ничему не удивляйтесь, ничему не, как вам сказать, ничему не поражайтесь, потому что, если мы говорим о детях и как они открывают сами себя, то тут надо принимать во внимание и тот опыт, который накоплен в международной практике. Ну и, наверное, вы знаете, здесь постулаты, связанные со свободной игрой, с настоящей игрой. И мне бы, наверное, хотелось вам сейчас показать вот этот вот маленький ролик, чтобы уже как бы вот
тему свободной игры немножечко у вас сформировалась, и потом уже перейти к нашей завершающей такой части, связанной именно с трендами дошкольного образования. Здесь вы видите наших российских детей. Это уже реальный детский сад. Вот тех детей, которые действуют с этим оборудованием, они играют, они выстраивают себе двигательные задания. Ну и, пожалуйста, дорогие коллеги, прошу вашего внимания. С кем-то мы уже смотрели подход NG Play, но со всеми остальными пока нет. Просто если мы говорим о свободной игре ребенка, вот хотелось бы, чтобы это, наверное, было такое представление. Поэтому, пожалуйста, смотрите. Born in the magical bamboo forests of Anji, a joyful revolution has unfolded in the kindergartens of eastern China. This film documents the story of how Anji Play returned to children the right to play as it spreads across the whole of China. As pressures increase on younger and younger children in the U.S. to perform academically, the right to play is redefining early education for a quarter of the world's children. How will China's belief in play shape the global подход future очень of интересный. education? Когда была конференция в 2018 году, он был озвучен, поэтому, смотрите, у меня звука нет, я не слышу звук, поэтому пока, может быть, картиночки смотрите. Если звук есть, я буду очень рада. Как-то дайте знать, то есть слышите ли вы то, что происходит на видеоролике. То есть не только видите, а слышите ли. Если да, просто как-то дайте. Спасибо.嘴巴谁画的漂亮？我弟弟说的。Ну, дорогие коллеги, вот такой у нас видеофрагмент, связанный именно с настоящей игрой. В конце, если вы видели, там такая была фраза, что возвращение настоящей игры. То есть если мы говорим о свободной игре, это, наверное, вот хотелось бы, чтобы это была именно такая игра. Свободная, когда ребенок может действовать и в той ситуации, которую создают для него взрослые. Поэтому будем еще рассуждать, будем размышлять. У нас отдельно с вами будет встреча по свободной игре, поэтому это все нас ждет впереди. Как сделать так,
как в наших условиях сделать так, да, понятно, где Китай, где Российская Федерация, где Республика Коми, все понятно, но как учесть, там есть, знаете, какой еще очень интересный момент, что взрослые вообще не вмешиваются в игру детей, они только документируют, то есть снимают, да, и потом самое интересное, что они просматривают это вместе с ребенком и анализируют его игру, представляете? Там очень интересно все. Ну и, дорогие коллеги, спасибо огромное. Мы сейчас двигаемся уже к завершению. Спасибо огромное, что вы с нами. Небольшие такие еще акценты. Давайте подведем итог. Небольшой такой итог. Если мы говорим о детях, то есть что важно для ребенка, вот мы с вами проговорили, и о тех изменениях, которые у нас сейчас идут в системе дошкольного образования, и о преобразовании, например, в частности, среды, и об умении слышать голос ребенка. И вот это умение, оно очень важное, дорогие коллеги, и оно тянет за собой, знаете что? Новый формат нашего детско-взрослого взаимодействия. Новый формат взаимодействия с семьями родителей, новые форматы организации жизни детей, новые форматы организации праздников, как раз с опорой на детские интересы и инициативы. И вот просто об этом, обо всем, почему мы и развернули такую большую, хорошую онлайн-школу открытую, чтобы могли подключаться все, кому это интересно, и чтобы какие-то преобразования все-таки в наших детских садах происходили, и не только на инновационных площадках, потому что, ну, это правда важно для всех детей, и это важно для нас, для вас, педагогов, которых мы очень ценим и очень любим. И для того, чтобы это происходило, сейчас тоже один из трендов, таких современных, хороших, это персонифицированное повышение квалификации. Сейчас можно для каждого педагога выстраивать индивидуальный образовательный маршрут. Можно для каждой команды детского сада выстраивать образовательный маршрут в соответствии с теми дефицитами, которые у нас есть. Поэтому подумайте, пожалуйста, об этих вещах. Ну и в завершении нашей встречи, конечно, я не могу не сказать об этом, о той инновационной, прошу прощения, составляющей, которая есть в нашей республике, и которой мы уже можем делиться. И у нас работают наши площадки инновационные, которые являются и федеральными, и региональными инновационными площадками. Поэтому наша встреча обязательно состоится, и она будет посвящена отдельно рассмотрению того, что такое программа вдохновения, как она реализуется, что такое программа по STEM-образованию, как она реализуется, что такое программа для самых маленьких детей до 3 лет теремок и как она реализуется. У нас обязательно будет с вами отдельная встреча, чтобы вы тоже понимали и принимали те изменения, которые происходят. Но я пока вам по секрету могу сказать, что эти программы, они как раз ориентированы на все то, о чем мы с вами говорили. Ну и еще один формат, прошу прощения, и еще очень хорошая, наверное, новость для всех, кто работает по программе «От рождения до школы». Программа действительно претерпела изменения. И программа, если кто уже знаком с этой программой, она ориентирована на все те вещи, о которых мы с вами говорили. И мы лично этому очень рады. И в этой программе введен такой термин, как пространство детской реализации. И, конечно, нам всем еще надо учиться идти за детьми, потому что это именно когда в пространстве детской реализации взрослый идет за ребенком, и он подхватывает эту идею, и он слышит этот голос, но инициативу ребенка помогает ему воплотить и довести ее до конца. Поэтому здесь вот такой формат, кроме вдохновения, кроме теремка, да, здесь еще в этой программе очень интересный заложен. Ну и тот формат, который нас всех, наверное, очень сильно объединил в последнее время, это формат онлайн взаимодействия. У нас было очень много интересных проектов, и многие из вас, которые сейчас нас слушают и смотрят, участвовали в этих проектах. Поэтому еще раз хочу сказать огромное всем спасибо. И детский сад онлайн-проект, который весной, в начале лета нас объединил всех, потому что мы хотели именно помочь семьям наших детей. И столько интересного всего было разработано нашими специалистами, вами, дорогие педагоги, в помощь для семей, для детей, для родителей, для нас самих. Это было уникально. У нас прошел очень интересный онлайн-фестиваль в мае месяце, когда инновационное образование, дошкольное образование было представлено на этом фестивале. И мы очень хорошо
его провели, и друг у друга, даже представители инновационных площадок друг у друга очень здорово учились. У нас было уже обучение, связанное с педагогом онлайн, и вот сейчас мы поэтому запустили такую онлайн-школу, потому что мы прекрасно понимаем, что в таком формате тоже можно что-то интересное обсуждать. Ну и в перспективе, я уже вам сказала, даже возможность есть проведения каких-то электронных образовательных стажировок. Поэтому такое онлайн-взаимодействие между профессиональным сообществом – это тоже один из трендов нашего современного дошкольного образования. Ну и, дорогие наши коллеги, в завершении нашей с вами сегодняшней встречи, наверное, до следующей, которая обязательно у нас состоится в ноябре, она будет посвящена современному образовательному процессу. Мы будем с вами говорить о том, как пока вне программ вести вот образовательный процесс, потому что не все работают по инновационным программам, но хотелось бы, чтобы ориентир все-таки был. Ну вот такой вот момент, наверное, что, может быть, стоит немножко отойти назад, понаблюдать за тем, что делают дети, и вообще учиться наблюдать и выстраивать образовательный процесс на основе результатов наблюдения за детьми. Да? Это, конечно, всем нам с вами придется еще этому учиться. Поэтому, дорогие коллеги, спасибо за все то, что вы пишете, за то, что вы здесь какими-то мыслями своими делитесь, какими-то благодарностями, положительными отзывами здесь, на Ютубе. На Ютубе не могу пока посмотреть, обязательно потом посмотрю. Поэтому вот мне хотелось вам рассказать все то, чем мы владеем, о чем мы говорим сегодня. Пусть это получилось немножечко сжато, немножко где-то по времени затянуто, но мне бы хотелось обозначить те моменты, о которых мы с вами будем вести разговор на протяжении всего года. Поэтому ваши идеи принимаются. Если что-то в тематике наших онлайн-встреч вас не устроит, давайте свои предложения. Но я думаю, что уже со следующей встречи, возможно, мы будем подключать наших практиков, которые представители инновационных площадок, которые именно могут показать небольшие кусочки. Они тоже двигаются в этом направлении, именно практики. Поэтому, дорогие наши педагоги, дорогие наше профессиональное все сообщество специалистов системы дошкольного образования Республики Коми, спасибо вам огромное. Мы всегда рядом с вами, вы это прекрасно знаете. Мы всегда открыты, и, конечно, продолжение следует. И в любом формате, в дистанционном, в онлайн, в очном формате, но мы всех вас очень ценим, очень поддерживаем. И, наверное, возвращаясь к нашему началу разговора, очень хотим, чтобы все вы были современными и ориентированными на свое собственное профессиональное развитие и ориентированным на ребенка. И поэтому до следующей нашей встречи я только хочу вам дать маленькое задание. Возможно, оно у вас у кого-то сложится, сбудется. Запишите какие-нибудь интересные детские инициативы. Просто запишите их. И потом вы с нами можете ими поделиться. Поэтому всего вам самого доброго, светлого, радостного, хорошего, профессионального. Еще раз большим приветом из Республики Коми, из столицы нашей республики, города Сыктывкар, из стен нашего прекрасного института. Всем вам большое спасибо за внимание. Всего доброго, замечательного. Ну и от чистого сердца, от чистой души, вы знаете, как мы к вам относимся. До свидания.